Sveiki, draugai. Čia Mariana. Aš esu iš Baltarusijos, iš Minsko. 4 metus gyvenu Vilniuje. Привітання, сябры. З вами Марьяна. И я сказала по-литовски, что я уже 4-й год живу в Вильнюсе. Ну и сегодня, 4 лютого, наколькі я пам'ятаю, сьогодні 4 лютого 26 году, я знову знаходжуся каля Белого мосту, коли ви можете побачити. Я прийшла сюди уже і хочу пройтись наоборот, туди далі за Белий мост, пройти до інших мостів, до яких змогу дойти. І хочу вам показати і сама поглядіти, що робиться з Нярисом, як він виглядає. Ну, у порівнянні з моєю попередньою прогулкою 25 студеня, це була неділя, тут я не бачу зараз льда як такового, тому що, напевно, був сніг, снігопадики якісь накрили. Тоді було бачно вот эти криgoходики такі, криги. Зараз поглядим з моста в обидва бока і пойдемо далі. Але ось що я зауважаю, що навіть ті проталинки, які були для вуток, для качок, для птушок, вони замерзли. Морози у нас протягуються ще до кінця цього тижня. И зараз, я думаю, так где-то градусов 15. Ночью самая холодная ночь была с недели до понеделька. С 1 на 2 лютого минус 24 было. И раницы было 24, сегодня раница было 19. Ну и поглядим, что будет там далее. Давайте пройдем на мост спочатку, поглядим, а потім я пойду поверху вздовж реки Нярис, далі за мост. І так я вже, як ви бачите, на мості білому. І я далеко на цей раз ходити не буду. І на інший бок, глядите, який поручень. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь покрытый снежком и льодиком. Ну, ось так виглядає Нярис, як будто просто сніжне поле. Ось тих кригів нічого не бачно. Ось так берег. І я бачу, що как бы ходять по йому. Але я бачу, що, коли підходила, що на тим боку, на тим березі люди шли там. Ось там, по набережній. Зараз поглядім на інший бок. Як ви побачили, ще бігають люди у такий мороз. Ну ось там, як я казала, там ідуть, навіть гуляють. Там сонечко, сьогодні знову сонячне небо. Криху димка така. Ось, Елена з'явилася вже пізніше, може, как бы уже в другой полові, зараз другая полова. Тут така тріщина. Ось як виглядає водичка там, льодик. Ну а ми накеровуємося вдойти по тінючку, вот так поверху, туди на сей раз. Поглядим, що там. Мы уже находимся с вами на некоторой одлеглости от Белого мосту. Глядите, як пригоже глядяться хмарочоси вильнюсские. Вот, у тим вон сонейка отбивается. Ну и покуль все белое поле. Нярис — это белое футбольное поле. Не зеленое, а белое. Ну, я хочу сказать, что я иду поверху, далек от реки, и хочу показать, як дорожка вся почищенная. Ось, абсолютно комфортно йти. Але я чому сьогодні
как бы бросила ўсё і вырашыла пайсці і зняць далей Нярыс пасля Белага мосту. Таму што бачыла, што абяцаюць снегапады моцныя. І зноў занясе ўсё. І, ну, конечно, уже і лёдзік будзе, не бачна ніякага лёдзіку. І крыгі гэтыя. Все занясе. Таму трэба здымаць, пакуль штосьці яшчэ бачна. Вось падыходжу да такога помніка. Зараз паглядзім. Тут нейкі такі помнічак. Я памятаю, мы вам з Олегом здымалі. Глядзіце, калі ласка. Я забыла, что тут как-то тут какие-то каленые. Что-то мы тады там вам тлумачили. Олег вам тлумачил. Глядите, коли ласка. Ну, тут такая вот пляцовочка, лесвица. Ось, по якой можна уже, напевно, во, бачите? Можно было бы как бы спуститься. Ну, крыху подойду ближе. Значит, там у меня есть видео на канале Маріанна Груд 2. Прогулки, напевно. У плейлисте прогулки по Вильнюсу. Там есть прогулка до 2 чи 3 ці колькі там мостов. Вось. І ми тоді йшли тільки у обратному накерунку. Вам здимали. Ого, глядите. Як я спускаюся. Ага. Ну, ведаете, я не хочу ризикувати. Туди все протоптано. Ось туди. Как бы не так уж низко. Это вот нижняя тропинка. Можно вот... Мы же тогда поверху мимо машин, я не хочу. А тут это такая прогулочная. Я думаю, она беспечная. Давайте я вот тут приступочки. Я вот тут вот есть эти порычни. Или как они там называются. Вот давайте я вот так вот потримаюсь. Ой. Вот так вот. Ой. Попробую спуститься. Ой-ой-ой. Ой. Ось на такую уже тропиночку. Я ще одні приступки. А далі пойдем. Поглядим. Я сказала, я иду, як змогу, кольки. Ну, я хочу идти ближе до реки, конечно. А не так, что зусім там. Там дерева і кусти замінають картинки. Все, буду спробувати йти далі, ніжей. О, сябри, я преодолела 6 таких паренчів і таких приступок, 6 сетів. І ось пройшла далі, і ось іду, да, по такій тропці. Але у мене такий гук, ці не пойду ли я, іду ли я. Пойду ли я, выйду ли я, да. Поглядите, я дошла уже навіть до самой, ось тут вот раки, вот наближаю, вот эти вот, а и вот тут какая-то, глядите, разломы какие-то. Ой, лёдов, какие-то торосы или что, блин. А тут никого нема, вот здариться что и все. І поверху ніхто не йде, людей нікого нема. На тим боку, де сонейка, ще хтось ковзає. А ось тут в уголі нікого нема. З собачками бачу сліди. Може. Ой, що ж я роблю? Куди я йду? Блін, ризикую чи ні життям? Ё-моё, я не понимаю, это что такое? Где я иду? Хотя бы не по воде, не по лёде. Но у меня такое уражение, что не мушу, я мушу идти по нормальной тропинке, дорожке такой плиточной, яка йде понизу. Ну да, вот такая я боязливця. Я з режимом змагатися не боюся. Блин, а вот тут идти боюсь. Просто не хочется. Я представлю вообще оденье, в обутку, за всеми речами ввалиться у ледяную воду и там загинуть. Коли б гэта імгненна было, я б ничего не зразумела, так хрен с ним. А коли это будет, ну как бы, тягнуться
некоторый час. Ось это меня больше всего пугає. Ой. Ну ось тропинка все звужається, а я все иду. Оборвалась тропинка у обрыва, оборвалась, как молодость моя. Ну, я не ведаю, ну тут протоптано ж, ну значит, люди ходили, и тропинка покуль не обрывается. Ну, выжили тыя люди, ці ні, мне цікавить. И ихние собачки. Ну, мне здається, что я иду на отлеглости от воды. То бок не по льду. Ось. Ой. Авантуристка, лягушка, вандровниця. Вось я вас не бросила. Иду с вами. Авантюристка, лягушка, вандровниця. Іде з вами уздовж Няриса від Білого мосту до інших мостов. По такой стежке. Ой. Я стараюсь только по стежке ступать, где ранее и шли люди. А сегодня працовный день, тому я одна. Але не хочу гублять час. Поглядела на надворье, и там дали показаны снегопады, что будет, конечно, пригожа, але больш складана ходить здымаць, асабліва тут я так себе и уявляла, что як я буду тут ісці. Вот я памятаю, як мы тут шли, тут все заросшие были древи, а там была скамеечка, вот там, мне здається, и молодь нават мела пикничок там. Хлопцы сидели, ну, да, еще к нам помахали или что-то там, повитались мы. А мне здається, это вот я тут иду, где мы с Олежкой ходили, и уже бачный, уже мост там. Я, як ви бачите, хочу звернуть вашу увагу, значит, что я знову така у блакитно-жовтим стилі. Я так само ось іду, мерзну, ну как бы не мерзну, но але как бы испытываю так само холод у знак солидарности с украинцами, тому что морозы протягиваются, и у них так само вельми холодные ночи, и ведаете, сёння у ночь на 4 лютого, так, знову вороги, агресори ударили по енергетичній інфраструктурі, наскільки я прочитала, по дитячому садку, по автозаправці, по автомобілях і головне ще по-моєму, да, вот скамеечка, да, ось вона, ось. Так, и значит, тут нормальная дорожка, не треба бояться. Ось здесь такі дерева, більш густі. 25-поверховий дом, жили, і її загинули, і так далі. Ну ось, я не ведаю, уже називають і фашисти, я не ведаю. Это просто сказать, что это варвары. И я не ведаю, які слова ще подобрать. Это просто не люди. Не люди. Ну, а сказать не люди, значит, что? Это animals? Звери, что ли? Живёлы? Так звери и живёлы нашмат лепш. Ви що? Ну, звери живёлы. Вони зараз так само покутають. Вони не їдять один одного, как бы, своїх собратів. А та пищевая цепочка, яка існує у природі, так це все натурально. Там, хто їсть падаль, хто хищники, там, це для них їжа. А ось коли люди так роблять, это просто, ну не знаю, у меня, например, у мою такую ось голову, амаль 67-годовой женщины, у меня не укладывается.
І знов, как би, я думаю, ух ти, як тут пригоже глядіться у проміннях сонця. Зараз здиму, як тут Нярис виглядає. І потім я піднімуся і зайду на мост і здиму так само. Ну так ось, у меня не укладывается в голове так само, что люди могут жить внутри і одної країни, і, до речі, і нашої. Як можуть жити спокійно білоруси, і навіть не думають, вони просто розлікаються, ходять у кафе, у ресторації, довольні такі, на працю, корпоративи які-нибудь мають. Ой, що це за губ такі. Ось. І навіть думати забили про цю війну в Україні. А самі шмат наших суайчинників, я хочу, щоб ви ведали, ви внутрі країни, ви соудельничаете у гэтых бомбардировках и у этой войне. Вот все. И на нас, и на вас лежит такая же вина. Потому что шмат хто з наших суайчинників, які живуть у Білорусі, производять різні речі. От навіть той завод колесних тягачей тих, які посилали вельми далеко, які так, этого диктатора, і які мітингували, і вони зараз спокійненько роблять гэті коли і всякі штуки для тягачей, там, для зброї, для їхніх там, чого там, танків, бронемашин, я не ведаю, любих. Леки производят, якими снабжають російських солдат. Доктори лечать, особливо в Гомельському районі там, или в області. Ось. А кольки производятся пищевых продуктов різних там. Я упевнена, всяких этих консерваций всяких, да? Тушонки, каких-нибудь супчиков, каші, які поставляються туди на російський фронт, і от гэты люди, які забивають українців і все це роблять, вони гэтым питаються. Ой, ось хоч хтось ще пройшов. Собачка. Ой, собачка пішла. О, добре. Навіть зараз гуляє така з дядей. Ось. Так що я лечу, то есть я не лечу, а я не розумію, як ми можемо, хоча б теоретично не спочувати, і як наші так звані там горе-політики, да, які-то ми не політики, політикани, це так, вообще, горе там представники, як вони можуть нічого не казати, нічого не організовувати для України. Я не тільки марять і обмірковують, типа їде, у Київ запросив президент України, типа їде і на яким зровні буде її приймати, на державним чи на яким. Там задихаються люди, там замерзають, там біда, трагедія, а ми все про себе любимих. Ось, і живемо собі спокійненько. Ось моя мета не давати жити вам спокійно. Я буду увесь час нагадувати і у соседках, і так, щоб, хоч у когось сумління дригнуло. Ось, і хоча б поспочували. Зараз покажу, як виглядає Нярис. Ось, бачите, какие-то уже тут такие, как торосики. И вот есть разломы, да. Ну, дядя пошел с собачкой и не вернулся, поднялся. Тут уже я все поступово иду выше и выше, уже вот выходжу на сонейко. Тропинка поднимается выше над рекой. И тут есть проталина, вот. Это той мост, сябры. Я не пам'ятаю, як він називається. Железний ті, які.
який веде до Сейма, який знаходиться поруч з Сеймом білоруським. Ой, що я сказала? Литовським. Глядите, куди я прийшла. Я прийшла до забороненого знаку. Бачите? З гэтага боку, ой, з гэтага боку было показано, ось, бачите, что туды, откуда я пришла, уздовж раки небяспечна. А я не бачила, там з такого боку не было. А я шла менавіта з таго. Тому я і пайшла. Конечно, это ризика. Добре, що все добре скончилось, щиро кажучи. Ось там мост. Зараз поспробую на його піднятися все ж таки. А потім ось я бачу везде дорожка така безпечна. Далей там ми гуляли 150 раз. Ну не 150, но несколько. Пойдем на мост. Ой, сябры, я на мост. Я-то думала, тут будет где-то узыход, так? Ось и хотела ось туди. А теперь гляжу, тут такая трасса, да? И вон только где лестница. Во. Праз гэтую трассу, а як мне ее? Я не буду ее пересекать. Ось. Я лепше, мы с вами пройдем под мостом. Так само цікаво. О, я думаю, як гэты опоры вытрымліваюць. Тут такие малюнки. Як гэты опоры... А я вот зараз сюда подойду. Ой, смотрите. Я ступаю на каменне просто поміж опорами гэтага мосту. Их 3. Ці 4, ці 5, ось. Глядите на супротлеглом боку. Як виглядає це все. Я ступила зараз з гэтого боку. Ось тут іде вже вниз такая каменная. І ось вона, ось Нярис навпрост под мостом. Що там за хлопець підійшов? Я хочу наблизить. Пойшов. І показати вам, як виглядає льодик тут. Покуль он тут вот ще цим снегом, які торосики. Вода-то там протягивает течь. Такого не може бути, щоб рака до дна вся була. Ну куди тоді вода дінеться? Замерзне, а та куди дінеться? Попередня. Ось. Ось так вона виглядає. Рака Нярис. Под мостом Сеймовским, я его буду называть. В общем, все. Ось я назад вертаюсь на тропинку, на дорожку беспечную. И мы выходим на солнечный, на оперативный солнечный простор. Там я шла у тени. Ось. 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 Ой. Ось гэта я хотела побачити. Ой, як виглядає замерзшая рака. Ось этот мост. Оттуль ми прийшли. Ось як виглядає. А там же, хто поглядит моє попереднє відео, мы что вам показывали? Что там почали будовать еще один мост. Поміж гэтым, мне здається, мостом. И поміж тым, там, где машины наступным, так? Не памятаю их назвы. Мы вам показывали, поднимались там, показывали эти, як светились там. Гні тады. І, чекайте, а каля якого мосту есть это Белорусская аллея. Ось там мы где-то были. И тут уже, гляньте, пригоже, тут вот
Ага. Там внизе так само можна йти вздовж раки. Ну, не зараз, конечно. Но гэтая дорожка залита вся. Вот бачно, ось разлилася и замерзла. Там вот все ось так. Так вот там где-то почали будовать драўляны мост. Мы вам показывали картинки нават. Мне цікаво буде зараз, коли може змогу дойти, показати на якій ноті мажорної чи мінорної вони спинили тое будівництво. І кольки вони вже побудували, що. Йдемо далі. Я зараз иду практично навпрост, прямо на сонечко. І ось бачу, що, оказывается, тут такий ось спуск. Я думаю, это для будовников може. Но это не может быть для людей. Альбо это... Ось он просто четко забороненный. Все уже аж написано, чтобы навод и не совались и не думали. Я не ведаю, чи то там приступки, чи то там грузы какие-нибудь там спускать, поднимать. Потому что, глядите, не сдается, мы доходим до... Ой, бачите, девчонка бегает. Прям спужалась. Вот мы дошли до этого будівництва мосту, я так разумею. Вот на тим боку там что? А ничего. И тут ось как-то... Ось. Але мы вам показывали. Ось. Мы вымушены тут обыходить. Ось. Гэты мост. Глядите, тое відео, зараз знову покажу. Ось такі буде драўляны мост. И мы зараз пойдем обыходить. Довольно великий кавалок я обійшла. І знову ось виходжу на... Это тут роверне, так? Але тут вот розчищена, до речі, пішохідна дорожка, по якій ми гуляли вже. Тут скамеечки будуть. У нас тут був пікнічок. Зараз засніму нашу скамеечку, де був пікнічок. Ну, а тут ось это огорожено, да. Зараз криху пройду, так вот. О! Глядите, это все-таки для людей. И собачка ось тая. Мужчина спустился. И собачка так само. А я начекаю что? Ага, ось, забегая. Ага. А я на поводке. Оказывается, мужчина туда спустился. До реки. Не, я это не буду. Я, конечно, смелая женщина. Меня не напугають ніякі вороги, ніхто, хто мене лишить такой жахливой, ужасной и ворожей и так далее. Але я ведаю, что я добрая, вельми хорошая, але вельми смелая, не из пужливых, но туда не пойду. Все ж таки есть речі, які, ну, как бы, не хочу. Вот дяденька вошел в историю. Все, я его сняла, и собачка его. Ну. А по тому боку ось люди так само гуляють, ходять, ну, вишей. Ось так. Пусть попадет. Ой, пусть попадет. З диму. Як зовут вашу собачку? Барис. А? Барис. Барис? Ай, Барис. Все, ты попал в историю. А вас как зовут? Антонов. Антонас? Да. Марианна, я из Беларуси, из Минска. Да. Аш эсу иш Балтарусиос, иш Минско. На литовишке не сопранто, только немножко могу. Ой, ну так хочет, ну. Поиграть.
Да. Поиграть, конечно, я разумею, ему и холодно. Он очень игривый. У нас таксы были. 2 таксы. Мы 30 лет прожили с 2 таксами. 14 с одной и 16 с другой. Там, в У Минске. меня был пудель, машина сбила его. Он 16 лет. 16 А лет. этот вот 7 лет. И вот такой еще молодой, 7 лет, а такой игривый. Да, лабрадор. Лабрадорчик. А, это ж такая это хорошая порода собак. Но это черненький. Очень шоколадный называется. Шоколадный? Ага. Ага, ну у меня зрок Вот дренный. так всё брать. Ага. Ну, у нас шоколадная такса была так само. Правнукам очень любит играть. Ага. Маленький. Ага. Да. Скажите, а можно у вас спросить, вот как часто замерзает Нярис? Часто. Это я не помню, значит, когда она была залетна. Это в этом году. В этом году, ну вот сколько лет назад вы приблизительно помните? Где-то лет, наверное, где-нибудь так 6-7. 6-7 назад, да? Да. Некоторые говорят даже 10, нет? Не знаю. Да, Как не знаете. Ага, Я смотрел программу, ага. все это самое, телевидение, говорили, что с 1 на 2 февраля самый Да, был с 1 на 2. Самый морозный Ночь за- была. За 30 лет. Да, минус 24, может 25 даже. Вот это вот вчерашняя ночь. А скажите, пожалуйста, мы 4-й год живем. Вот. Если Китариус мятус гивеня Вильнюя. Правильно я сказала? Китариус мятус гивеня Вильнюя. Да, ну вот, и мы первый раз, ледоход шел, такие круглые, знаете, льдины. А вот так, что поэтому я хожу, снимаю, у меня канал на Ютьюбе, и там для друзей, родственников Беларуси, которые остались. Так вот, скажите, пожалуйста, меня интересует, как Нярис-то вошел в ситуацию, замерз, но как он будет из нее выходить? Как будет вскрытие, когда его ждать? Ну, если вы заметили, когда эти самые льдины плыли, уровень воды поднялся, Так. и замерзло. А сейчас, значит, уровень воды спал, и то, что было здесь, вот где был лед, он, значит, просел, значит. А, когда начнет проседать? Ну, придет и начнет таять. Да, ну, Некий потом и поднимется уровень в реке, и тогда, значит, пойдет. Ага. А скажите, это вот когда сейчас стоят морозы, еще всю эту неделю, да? Ага. А потом может быть 0, +1, +2. теперь Так так. вот сколько дней должно пройти, чтобы он начал вскрываться? не знаю все это. Не знаете? Это метеоролог только может Я сказать. слышала такое, что 3-4 дня надо подождать. Может быть. Вот. Но один мужчина-литовец сказал, что... А я говорю, понимаете, я живу там, не рядом, да, я хочу прибежать снимать, как это. А он говорит, смотрите, надо ловить, потому что за один день все сойдет. Это правда? Ну, не знаю, за один день. Может, это за один день? Поднимается. А, он начнет вздыбливаться, да? Да. Ага, Если вы посмотрели, вот оно, когда замерзать начало, видите? Да. Да, торосы. Мы называем торосы. Угу. Вот, то есть сейчас Глаз не сводит с меня. Сейчас это самое... Хочет играть. Мост построить здесь. Пешеходный и для велосипедистов. Ага, да. Здесь вот. Ну и стал, значит, Ага. и ничего не делать больше. Да. А вот этот мост будут строить деревянный туда? Не деревянный. Не деревянный? А там на рисунке деревянный? Не. Нет? А какой? Железобетонный, значит. Как? Железобетонный? А я подумала, такой дровляный, Не. Ничего себе, Ни в коем что у случае. меня за дезинформация.
Добро. Поглядим, проверим. А вы далеко живете отсюда? Где-то Вот там, да? Это 7, это ж 7 там, да? театр оперы и балета, знаете? Какая? Да, театр оперы и балета. Вот я там, значит. А, так вы так далеко с ним? Так, очень любит. А он не замерзает? Заставляет меня сапоги. Да? А он лапки не мерзнут? Нет, лапы не мерзнут только если на это самое На- попадет, на попадет Соль. соль, значит, начинает эту какую-то Ага. ногу поднимать. А так? Беру, значит. Ага. А так это, потому что у наших таксочек, они вот так, мы их в такой мороз, курточку надевали, а лапки, вот так поднимали. У меня есть, значит, и ботинки ему куплены, но Ага. не очень любит с этими ботинками ходить. Ну что, молодец ты. Ну, вельми приємно було познайомитися. Було приятно з вами познайомитися і поговорити. Ачела бей і герос де нос. Вісагяро. Ось як добре. Ми порозмовляли. І я все довідалася і спросила вот эти питання для чистоти експерименту треба, ви ж ведаєте, як це, опроси проводяться, да, виборка, як істину довідатися, так, треба чим більше людей опитати, тим ліпше. Хто що пам'ятає, хто що скаже. Ось той мужчина молодий сказав, що няри гэта другий раз за 10 год. Гэты мужчина каже, може, апошній раз він замерзав 6 годів тому. Ну, гэта ж не отрицає, що, ну, вот, може, той був перший раз за 10 год, это другий раз. Але, здається, що 10, а ранее так само замерзав. Ось, ну, все. Идем, уже правее меня Сонейка, и мы идем до наступного мосту. Ось. Показываю, кольки мы с вами уже прошли. Уж так и быть. Глядите, покажу вам. Я шла на Сонейка, и она мне у твар светила. А потом, ось, я зайшла у тень от гэтага будынку. И он зараз так... как бы велизарно закрыл сонейкой на гэтым фоне неба. Ось. Как это на фоне? Я забыла, какое-то есть специальное слово на белорусском на фоне. Ну, я не вспомню. И ось незабаве снова эта сонейка. Ой! Я чула, що ж всі їде. Я думала, это по дорозе той великой. О, май котишка. Добре, что я иду вось. Бачите, вот это роверная, да? А это такая моя. И она уже вывела нас ось цалком наверх. Зараз буде опять, слава Богу, отделяться буде. О, криху правее иди. Пешеходная это... Тракторчик этот поехал, я не чекала. Вот здесь знову нельзя туда спускаться. Ось оно. И ось оно, солнце вышло. Уже я дошла до того, что вышло солнце знову. И гэты православный. Наколькі я ведаю, это православный. И ці той он працуе, ці он зачинений, я не ведаю. Ну, порадуйтесь, кто там. Кто там? Православные. А мы земные, атеисты, реалисты, оптимисты, нормальные такие, трезво мыслящие люди, які вірять у факти, у науку, у докази. И так далее. Мы, атеисты, подходим до наступного мосту. Мы в этом видео, я пам'ятаю, мы читали. Ой, или может это Сеймовский. Блин,
Я вас, напевно, ввела у Може. Так, я, напевно, вам это, дезінформацію поставила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, я той мост видала вам за Сеймовський. А он який був. Это вот, ну, я бачу, вот это вистава, будинок, вот это вот Сейм. Ой, блин. Ось так. Пробачьте меня, коли ласка. Да, это же вот это... Ой, блин, это историчный, это такий пригожий мост. С каміння там, з мрамору, з граніту. Вот сколько тут, смотрите, скамеечек тут, ой, ось полно. А, тут припинок навіть громадського транспорту. Да, этот пригожий мост. Ось і добре. Я думала, я Сейм прошла, а хотела дойти до Сейма. Это ж, получается, Гедемина. Проспекта, что ли? Я хотела якраз по йому вертаться додому уже. Поглядеть на Нярис ось до гэтага мосту, гэтага места, и пойти додому. И что? Я не поняла. Так это и есть? Я дошла. Як це дивно. Ось это, да, ось этот спуск, лестница. И она так само забороненная, конечно. Ось. И... Угу. Ось он такий пригожий, историчный он. Это вам не бетонный. А это вот такие, о, у него такие... О, гляньте. Я, наверное, напевно, з того боку, ну, з гэтага так само зараз наближу. Сябры, я супроть сонца здымаю слепую, ничего не бачу. На своем экране этого телефона не бачу я. Я навожу приблизно вам, вот, устои моста. Як яны у замерзшим там, сковані Нярисом. Як яны виглядають, показую вам. О, потім з того боку. Там уже алея белорусская, мы, конечно, до її підійдемо. І зараз я зайду на гэты мост, уже, конечно, ось он, уже у заход. Ось такі історичні, бачите? Такі ковані ограды, перила, или как это сказать, поренчи, это не поренчи, это уже бортики. І зараз ми криху до гэтага фонарю. Напевно, гэта сярэдзіна будзе. Приблизно сярэдзіна. Може, сярэдзіна далей, але мы ось тут. Каля гэтага пригожага ліхтара. Криху за яго зойдем. І ось. Давайте я вам покажу. Та і все. І будемо вертатися. Ось як виглядає Нярис з гэтага мосту. Ні з моста Міндага, ні з моста Зеленого, ні з моста Белого, ні ще з какого-нибудь. А ось з моста Сеймовського. На сей раз Сеймовський. Наблизим, поглядим, розглядим, як виглядає замерзшая водичка. Прикольненько. І ось та лестниця, по якой спускатися можна. Дорожки. Ну і туди. Ми ось, до Туль прийшли з вами. Такі довгі путь пройшли. Молодці. Ну ось я перейшла про світлофор. Ось і, глядите, ось гэты історичний мост і ці подмостки, як яны глядяться, стиснутые Нярисом. И мы с вами дошли до Белорусской аллеи. И что я бачу? Вот гэтая табличка. И мне предоставляется
Гоноровое, право. Гоноровое. Так. Видите? Расчистить яе от снега. Давайте. Ой, она далее лёдиком уже покрытая. Ну, хотя бы снегом, чтобы было бачно. Так, что тут написано? Балтарусская, да? Аллея. Балтарусская аллея. Все, мы с вами почистили яе. Молодцы. Ну и крыху пройдем. Ой, вздовж яе. Вот тут растут эти... Подождите, что растут? Рябины. Рябина. Ось, рябинки растут. Мы ось с Олежкой тут, с какой-то вот мы минулым разом с этой, по-моему, зарывали, альбо с этой. И есть фотки так само. Глядите ту прогулку до мостов. Ось. Дык тут вот, ну, глядите, кольки их. Кольки их, этих рябин. Треба было полечить, нет? Раз, два, три, четыре. Ой, ладно. Збилася. Не стала ли. А, ну там далее яны еще. Нема сенсу лечить. Так? Ось. И не растут, як футбольное поле. Вот глядите, вот никаких торосов, гладенький. Значит, тут он тече ровненько. О, так тут такая вот уже рябины такие повырастали, они такие. Вже більш великі, чим там ось спочатку. Ось і поменей, а ось і поболей. Ось. А тут, значить, річечка тече спокійненько, мирненько. І навіть подо льду. І взявся льодиком ровненьким таким. Бачите, це от где коли, які, може, повороти. Ой, тут такая, вот тут такая уже моцная рябинка. Ой, так тут справді аллея, глядите, она такая больше довгая, чем мы в минулым разе. Ну вот вам православный ориентир. Где это еще? А, это что? А, давайте сюда. Это смотровая пляцовка, но она истоптанная вся. И это туды только нельга, во. А куди нельга, глядите? Нельга, туди приступки вниз. О, тут такое красивое. А потом еще ниже туди дураки. О, я не ведала, что здесь такая есть пригожая пляцовка. Ну вот глядите, что на снезе. Это не я. Глядите. А что нам белорусское можно? Ну вот, глядите, о. Z или что? А это что? Может, это иранское что-то? Во всяком случае, какие-то иероглифы. Ну, ладно, я не буду их чапать. А, так там внизу это... Не, это лёдик. Там нельга. Не-не-не, это вода. Там нельга. Не-не-не. А так глядится, как будто вот, мне кажется, взял и пошел так с этого берега на этот, перешел туды. Але не-не-не. Ни в яким разе нельга. Рака есть рака. І морози вам не 30-40, як на Єнісеї, наприклад. Где-нибудь у Сибири, Обі, там Єнісеї особливо, там морози мінус 50, мінус 40, так там уже лед як возьметься, так можна не ходити з таким чином з берега на берег. Там з населених пунктів до населених пунктів. Там і їздити навіть на каких-нибудь ледоходах, этих снегоходах. Так что, это вот сюда мы поднимались. Ось. Ну і ось що я зроблю. Я, напевне, зараз зроблю опошній наш. Все-таки мы с вами кольки мостов обошли. Ну как уже дошли до этого, ну что, разворачиваться
Все ходиш, що ли? Я зараз подимуся на гэты мост. Мы с Олегом туды поднималися. Ось. І здымали ще ось з гэтай пляцовочки, з этого поверха здымала, а потім з того. І ми здымали подсветку. Ось там красиво были эти ліхтари кольоровые. Здымем Нярис у обидва боки з його. І потім розвітаюся з вами. А сама пойду назад. Тут совсем недалеко. И все ж таки по Гедемина пойду мимо Сейма. Я уже их показывать вам не буду. И тому в конце Гедемина, ну там, где у меня есть кафешечка, где я, конечно, я проголодалась, крыху замерзла, ну крыху ноги. Так сама не. И, конечно, я там перекушу и посещу самые любимые заведения, якое я наведваю ва ўсіх месцах, так? Пасля такой доўгай прагулкі, самі разумееце, якое памяшканне я наведаю там у кафешке. Ідем на мост. Вось я поднялася на гэту больш высокую пляцовачку. І уже мост, і ми ще застаємо Сонейка. Вона все ніяк не сядеть за далягляд. Тут протоптан к углу, бачите? Ну і я, конечно, подойду. Ось. Тільки що я стояла ось там. Ось, здимала. Ось. Ось та пляцовочка. Ну і ось так виглядає. И Нярис. Давайте же, конечно, пройдем на сам мост. Как же так же? Это обовязково. О, вот тут даже птушки летают. Вот я вошла на мост. Ну, мне цікаво було б, як далей Нярис там, да? Але там все в будовлі. Глядите, туди не пройдеш, оказывается. Там ремонтуется. О, все загорожено. И навіть вот это же на мосту, вот уже это дорожка, так до Гетели. До Гетели, там все. Это. Ну, мы можем уявить себе. Я вам показываю уже загодя. О, дайте-ка я. Сейчас до середины дойдем. Во. Ну, ось так виглядає у той бок і город. І Нярис. Там город какой-то микрорайон. Ух ты, мост колеблется от проезжающих машин. Ой. Ну, а ось так уже з гэтага моста выглядае Нярис. Невеликие торосики проглядываются, такие ось сюди лицом. І ось той історичний мост, літерально побач. О. Літерально побач. Ой, как колеблется мост. Ай, как и страшно стоять. Ой-ой-ой-ой-ой. Шатается литерально. Кошмар. Ну что, сябры, крыху зайдем, где нема Сонейка. Я с вами уже буду развитываться. Стою на опушнім мосте сьогоднішньої прогулки, але на фоні того історичного мосту. Ви його можете бачити. Вон він. І сподіваюся, що вам сподобалося прогулятися, поглядіти на Нярис каля різних і під різними мостами. Ай, як це колеблется в углі. Я навіть не уявляла собі, що такі колебания від проїжджаючих машин. Може, тому що Нярис замерз і підпирає його, не ведаю. Велике дякую, що побывали со мной, прогулялись.
Конечно, глядзіце папярэднія відэа пра нярысы, крыгаходы. Усе яны гэты відэа ў плейлісце крыгаходы. І Олег, мой муж, здымаў там просто без каментароў, на вельмі прыгожую музычку. Так што глядзіце. Ну, конечно, калі вы яшчэ паставілі лайки, было б вельмі добра. Але я не з тых, якія будуць выклянчваць і прасіць, умаляць, подписываться альбо ставить лайки. Як некоторые, там есть такі блогер, Шейтельман, он так выклянчивает, что я просто только праз гэта я его не люблю глядеть. Вось и все. Тому вось такі прыклад, такі узор для мяне, і тому я гэтага не раблю. Яшчэ раз хочу сказать, что спадзяюся, вам спадабалася. Вялікі дзякуй. Ну а зараз хочу сказать литовским людям. Iki pasimatymo, viso gero. Мар'яна buvo su jumsi. Ну а своїм сябрам кажу великий дякую. До наступних зустріч. З вами була Мар'яна. Пакуль!